Если из 85 субъектов, условно говоря, 70 будут категорически против, значит, да, тогда уже начнет вмешиваться. Если все 85 за, то все за. Поэтому очень многое зависит от позиции Государственного собрания. И эту позицию мы будем предлагать. Проект решения наша фракция вот во главе Юрия Никитича будет предлагать. Надо сказать нет этому законопроекту. Надо по-другому решать. А можно еще вопрос, да? Да. Федот Семенович, а вы считаете, что это как бы очень эффективно будет этот вопрос решать за счет профицита бюджета? Он, когда сегодня есть, его завтра, предположим, не станет. А почему бы, например, не сделать плоскую шкалу вот этих вот отчислений в бюджет? Потому что сегодня, начиная с начисления зарплаты 80 тысяч, вот это начисление составляет всего 10%, в то время как все, которые до 80, платят 22%. Это так. И еще, да. Спасибо. Значит, я в своем вступительном слове говорил о том, что, да, первым я озвучил ту ситуацию, которая сегодня есть, и мы на это имеем право. Когда верстался бюджет, значит, 2018 года, осенью 2017 года, мы предлагали так называемый альтернативный бюджет, в котором, конечно, когда основные параметры рассматривались и утверждались, мы говорили о том, что цена, значит, нефти на мировом рынке будет другая, это будет около 60, но правительство предложило, исходя из 40. И по другим параметрам, значит, мы тут альтернативный бюджет. И мы оказались близки к истине. Поэтому жизнь показала, что мы были правы. И поэтому вот осенняя корректировка, весенняя корректировка бюджета, там уже профицит появился. 1,8 триллиона рублей. Наш прогноз такой, до конца года 2,8 триллиона рублей будет. И это все отправляется в так называемую кубышку. Да? Это один из источников. Мы говорим и про другие источники. И тот самый, который вы говорите, значит, внедрение прогрессивной шкалы налога, когда мы говорим, люди, которые имеют месячный доход более 2 миллионов рублей, мы не говорим уже 80, 100, 150, да, они должны платить 18%. Тогда это даст 200 миллиардов рублей дополнительно в бюджет. И это можно направлять в пенсионный фонд. Мы говорим, что сырьевые компании, значит, компенсируют, им выплачивается НДС, значит, возвращается. Мы говорим, не надо возвращать. Это уже более 3 триллионов рублей. И другие меры, которые мы предлагаем, дают реальные доходную часть бюджета. Почему мы говорим про бюджет, профицит? Потому что пенсионный фонд России, он датируется из бюджета. То есть мы говорим, что есть источники, за счет которого можно покрыть вот проблемы пенсионного фонда. Ну вот есть недовольные граждане, да, которые говорят такую вещь, что у нас порядка 2 миллионов силовиков, к примеру, в России, да? Которые, силовиков, правоохранителей, да, которые уходят на пенсию там раньше положенного срока, да, в 45 лет, на самом деле. К тому же есть у нас еще отдельные категории, там, артисты балета, там, и так далее, да. Вот. А почему бы, вот, они говорят люди, я вас спрашиваю, почему бы их не привести к тому же показателю, да, знаменателю, как и всех вот граждан? То есть мы, получается, вот эти 2 миллиона вот, будущих пенсионеров кормим, и с 45 лет еще трудоспособный возраст, они идут и на пенсии сидят, на шее, на самом деле, у государства. А нужно ли это? Значит, у нас позиция очень четкая, да. Мы говорим, что Конституция Российской Федерации там запрещает принимать меры, ухудшающие или отменяющие права граждан. Если эти права были государством однажды предоставлены, их нельзя ухудшать. Наша позиция такая. У каждого своя позиция может быть. Это мы как бы уважаем мнение другого, но мы исходим из того, что записано в Конституции. Ну вот в этом случае получается, что у нас же нарушают наши права конституционные, по сути-то, да? Что наше положение ухудшается за счет того, что нам увеличивает возраст выхода на пенсию. То есть получается так же. А может какие-то тогда другие меры нам уже смотреть, конституционные там еще? Вот мы же предлагаем другие меры. Надо те льготные условия, которые есть, надо сохранить, но экономические проблемы надо по-другому решать. А вообще, вот доходы пенсионного фонда, они сколько вообще составляют, ну скажем, ПФР России, да, общие?
ну, скажем, за 17 год, вы знаете? На память я точную цифру не могу назвать, да? Да. Но они все известны. А на содержание, собственно, пенсионного фонда из этих денег сколько идет? И вообще, как бы, сегодня столько расплодили сотрудников пенсионного фонда, у нас только в нашей республике их, наверное, около 40 офисов пенсионного фонда, в которых, ну, там сидит определенное количество людей, которые там работают, которые надо содержать эти здания, надо им там какие-то льготы, видимо, они имеют, выплачивать им зарплату, отпускные, проезд в отпуск и так далее. А вот спрашивается вопрос, а за счет вот снижения такой нагрузки на пенсионный фонд, почему бы этот дефицит не сократить? Значит, ну, ваша позиция, значит, она имеет право на жизнь, ваше предложение так. И пути сокращения расходов на содержание, на ведение дела пенсионного фонда, они есть, и они очень скоро наступят. Направление очень простое – цифровизация. Цифровизация, она вообще коренным образом изменит наш уклад жизни, и в том числе вот работы и налоговой инспекции, и пенсионной инспекции, и всех других государственных структур. Значит, ну, по моим прикидкам, значит, до половины всех служащих они никому не нужны будут. Буквально через 4-5 лет. Потому что все будет цифровизировано. Так? Это первое. Второе, я весной заходил, значит, для получения какой-то справки в пенсионный фонд. Меня поразили очереди, которые там вот, на Порожнике. Это вообще какой-то кошмар. Люди битком набиты в этом зале. Там огромный зал, и здесь все битком. Я задал вопрос заместителю председателя, это что случилось у вас тут, да? Почему вы людей мучаете? Что они там стоят? Нельзя разве сделать какой-то график через электронную запись и так далее? Но они там пытаются что-то объяснить, но я считаю, что это неэффективная работа пенсионной службы. То есть предела совершенству нет. Предела совершенству нет, но мы к этому идем. И это все то, что вы задаете вопросы, значит, на обслуживание, на оказание услуг государственных и других социальных органов, они в скором времени абсолютно сократят. А с другими партиями будете объединяться? Что? С другими партиями будете объединяться? Объединяться? Да, чтобы продвинуть закон. Чтобы другие фракции. Обязательно, да, другими фракциями. Мы всегда, вот мы же в своем заявлении говорим, призываем всех депутатов Государственной Думы проголосовать против правительственного законопроекта и, значит, одобрить наш законопроект. Поэтому мы ведем переговоры и с коммунистами, и с ЛДПРом, тем, чтобы они поддержали наш законопроект. Мы добиваемся того, чтобы этот законопроект был рассмотрен как альтернативный правительственный законопроект. А в Якутске вы сейчас сбор подписей совершаете, да? Да, вот сбор подписей, вот Юрий Никитич в своем выступлении отмечал, потому что мы активно ведем сбор подписей не только вот в электронном виде, но и в бумажном виде. То есть и граждане могут тоже приходить с своими листочками, с своими подписями. А по какому критерию будет оцениваться? Ну, какие-то есть? Допустим, РОИ же есть вот система вот голосования, да? Когда вот люди проголосовали большинство, допустим, против. А сейчас как это будет оцениваться? Это просто на уровне того, убедим ли мы Путина, так что ли это? Или какая-то система, если там большинство регионов против этого закона, как это будет оцениваться? Смотрите, изменение по Конституции, значит, Российской Федерации есть полномочия. Есть исключительные полномочия Российской Федерации, да? Есть совместные полномочия Российской Федерации, есть полномочия конкретно только субъектов. Да? Изменение пенсионного законодательства – это совместные полномочия. Если так получится, что большинство субъектов Российской Федерации проголосует против данного законопроекта, значит, тогда возникает, значит, очень серьезная правовая ситуация. Мы не имеем права голосовать за такой законопроект, в котором большинство, значит, законопроектов субъектов Федерации выступило против. Поэтому сейчас идет очень серьезная работа, насколько я знаю, по линии партии «Единая Россия», чтобы продавить, чтобы все одобрили, но со своими замечаниями. Вот я уже говорил о том, что очень важно проголосовать против. Если это не фейк, то Чечня уже заявила, мы будем против.
Просто такая ситуация может быть. Допустим, якутяне собрали подписей очень много против, а Ильтумен голосует за. Да. Такое может быть же, да? Это может. Это вполне может быть. Я же говорю, вот по национальному языку какая ситуация. Ильтумен проголосовал за этот накануне. Вот лично я, например, когда выступал с трибуны Государственной Думы, сказал, я не буду голосовать за этот проект. Понимаете? Заявил. А Ильтумен сказал, мы за. Но мы там не согласны, то-то, то-то. Но это не имеет никакой юридической силы. А какие настроения? Ну, как бы я понимаю, что пока все молчат, молчание такое, да? Но примерно есть какое-то у вас общались с депутатами, какой настрой у Ильтумена на сегодняшний день? Ну это больше Юрий Никитич, наверное, скажет. Какой настрой, Юрий Никитич? Настрой по Ильтумену, ну, по практике сложившейся, которая происходила, Единая Россия всегда единогласно на кнопке жмет. Знаем, что проголосуют. По сложившейся вот у меня за последние 5 лет. У меня встречный вопрос, да? Вот вы считаете, что наш Ильтумен сегодняшний, он является нормальным представительным органом, или он реально выражает интересы своих избирателей, или каждый свои шкурные интересы выражает? Как вы считаете? Скорее второе. Скорее второе, я вот так считаю. Поэтому мы должны избрать другой Ильтумен, который будет выражать интересы людей. А когда будет известна позиция Ильтумена? На ближайшем сессии сейчас, по-моему, да? Вот по закону, значит, рассылка уже произошла. Значит, у нас рассылка уже произошла, значит, и в течение 30 дней субъекты должны дать свои заключения. За или против. Другие позиции там нет. За, против, все. Через месяц мы узнаем. Не через месяц, 4-го, я думаю, что они будут рассматривать. На сессии, да? 4 июля, да. Потому что когда будет следующая сессия, неизвестно. Поэтому они уже получили и должны на этой сессии дать ответ. Было же предложение депутата Единоросса от Ленобласти, Николая Федоров, если я не ошибаюсь, ну, чтобы как-то компенсировать, хоронить за счет государства, выдавать компенсацию 50 тысяч рублей на похороны тех, кто не дожили до пенсионного возраста. Вы могли бы как-то это прокомментировать? Ну, это вот пока единственное предложение от Единой России, которое я слышала. Хоронить недоживших за счет государства. У нас вообще государство полностью может обеспечить, если родственники обратятся, то полностью погребение производит, именно погребение производится. А там за счет сейчас 6 или 8 тысяч, а он предлагает 50 тысяч. Это его предложение. Да, смотрите, значит, данное предложение, ну, условно говоря, не относится к предмету данного законопроекта. А в Якутии какова сейчас продолжительность жизни? Ну, то есть, грубо говоря, сколько государство сэкономит денег, если оно примет этот закон конкретно на Якутии? Так можно посчитать, нет? Ну, давайте вот я сейчас. Она есть. Хорошо, вот опять же открываем сайт статистики, Госкомстат. Госкомстат, население. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Вот. 2006, ну, здесь последняя колонка, 2016 год. Ожидаемая продолжительность жизни. Все население 70,84, ну, грубо 71 год. Из них мужчины 65, женщины 76. Городское население в среднем 71, а сельское 69. Вот, там разделение по половому признаку еще происходит. Вот. Но здесь хочу обратить внимание, когда мы говорим о продолжительности жизни, вот, ваш вопрос заключается в том, что когда вы смотрите статистические данные, вы говорите ожидаемая продолжительность жизни в Якутии. Но вот здесь есть еще дальше 3 слова. При рождении. То есть те люди, которые родятся мы говорим, что у нас продолжительность жизни в 71 год. Давайте посмотрим, это в 71 год у тех, кто родится в 16 году. То есть давайте полностью прочитаем эту табличку. Еще раз, не продолжительность жизни всех у нас живущих сейчас, вот нашего возраста. А вот, например, из тех, кто родился в 2000 году, средняя продолжительность будет 63,66. Это уже подсчеты такие есть, что ли? Да, вот сайт Саха, Стат. Пожалуйста, посмотрите. Эти данные имеются. То есть, так, еще вопрос. И к вопросу, и в рубли, если перевести, да, в завершение вопроса. У нас было... По выборам. Давайте в рубли, если переведем. Да, в рубли, если перевести, то там получается у женщин, если средняя пенсия будет 10 тысяч рублей, у женщин это составляет порядка 600 тысяч рублей, 960 тысяч рублей, и у мужчин
960 и 600 тысяч, соответственно, на каждого человека. Ну вот вы сейчас говорите, да, что вот у нас документ такой некачественный, да, и вот депутаты голосуют плохо и так далее. У вас какие намерения сейчас документ? С какой группой? Сколько вы кандидатов сейчас продвигаете в документ? Намеренно сколько мест здесь? Ну, в пятницу проводим конференцию, республиканскую конференцию партии «Справедливая Россия», на котором мы выдвинем кандидатов в депутаты Государственного собрания. Значит, мы намерены по всем 35 и партийным округам выдвинуть свои списки. Это первое. По одномандатным меньше. Значит, и мы сейчас работаем над тем, чтобы стремиться к тому, чтобы все 70 вакансий, по всем 70 вакансиям выдвинуть свои кандидаты. А какие-то вот подсчеты есть у вас там определенно, там 6 мест, 10 мест, на 15 такое еще не считали вас? Сколько мы возьмем? Да. Ну, расчеты всегда есть. Расчеты есть всегда, прогноз есть всегда. Мы считаем, что мы наберем не меньше тем, которые мы набирали 5 лет назад. Не меньше, больше. Вот. А кандидат у вас будет на должность Илдарханова, на главу? Значит, мы сейчас ведем консультации. Лично мою позицию вы знаете, мою позицию, да, но в партии должна определяться. Мы ведем консультации. Ясно. А на город Якутск? На город Якутск обязательно будет. Будет кандидат? Обязательно. А кто будет? Может, ну, пока не можем сказать. Это, значит, мы ведем консультации. Ясно. Советуемся. Каждый день собираемся, обсуждаем. Ясно. Ну, тогда закончим, да? Да. Еще раз спасибо. Еще раз хочу повторить, значит, позиция партии «Справедливая Россия» категорически против законопроекта правительственного по повышению пенсионного возраста. Так, и мы предлагаем альтернативный законопроект, указываем меры, которые могут реально решить проблемы Пенсионного фонда Российской Федерации. И поэтому призываем депутатов и Государственного собрания Иждивенской Республики Саха-Якутия и Государственной Думы Российской Федерации проголосовать против правительственного законопроекта и рассмотреть и поддержать наш законопроект. Спасибо.